На 40-й день после воскресения из мертвых Иисус Христос вознесся с земли на небо. Вознесение описано в 1 главе книги «Деяний святых апостолов». Он поднялся в глазах их, речь идет об апостолах, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Илион, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. Благодаря этому свидетельству Священного Писания нам известны обстоятельства и место вознесения Христа. Это гора Илион, где Спаситель проводил ночь в молитве, где предал его Иуда, откуда начинался его крестный путь. Спаситель завершил служение людям и вошел в место своего вечного пребывания. Важно, что Христос вознесся на небеса в облике настоящего человека, тело которого воскресло из мертвых. Если говорить о божественной природе Спасителя, то в ней Он всегда пребывал и пребывает на небесах. В Священном Писании не уточняется, каково то небо, в которое вошел Христос. Апостол Павел пишет: «Христос вошел не в рукотворенное святилище». Скорее всего, под небом следует понимать состояние бытия, в котором жизнь всецело наполнена Богом, нежели конкретное место во Вселенной. Вознесение означает выход Христа за пределы сотворенного мира, а не просто переселение в какие-то сферы видимого космоса. Указание на это можно найти в тексте послания апостола Павла к Ефесянам. «Нисшедший, он же есть и восшедший, превыше всех небес, дабы наполнить все». Вознесение было предсказано в Ветхом Завете. Пророк Захария пишет: «И станут ноги его в тот день на горе Илионской, которая пред лицем Иерусалима к востоку». Вознесение Христова открывает путь на небеса всем верующим в Него. Каким образом? То, что Христос вознесся на небо, дает надежду, что и мы будем там. Спаситель говорил: «Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Вознесение — это возвращение Сына туда, где Он был прежде, к Отцу, которое совершается уже вместе с воспринятой на вечные времена плотью. Тем самым состояние единства Сына с Отцом распространяется и на человеческую природу. Достигается цель, для которой человек был предназначен Творцом. Обоженная человеческая плоть сделалась причастной вечной славе и силе Бога.
Достижение этого состояния, совершенного единства с Богом, теперь доступно и для всех верующих в Христа. В молитве к Богу Отцу Спаситель говорит: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино, и слава, которую Ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино». После Вознесения Христос воссел одесную Бога. 6-й член символа веры звучит так: «И восшедшего на небеса, и сидящий одесную Отца». В книге «Деяний апостольских» описано, как первый мученик за Христа, архидиакон Стефан, перед самой казнью своей видел Сына Человеческого, стоящего одесную Бога. Согласно древнему церемониалу, сидение одесную, то есть по правую руку от царя, значило соучастие в царских почестях и власти, но также и принятие ответственности за участие в управлении. Третья книга Царств повествует о том, как Соломон посадил свою мать Версавию по правую руку от себя. Что означает сидение одесную Отца? Ведь Бог вездесущ. Это выражение имеет духовный смысл. Иисус Христос обладает одинаковым величием, славой и властью с Богом Отцом. Перед Вознесением Христос подтвердил это ученикам: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Речь идет о принятии Христом полноты власти над сотворенным космосом. Апостол Павел пишет в послании к филиппийцам: «Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, дабы всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Служение Христа после Вознесения заключается в том, что Он является ходатаем за нас пред Богом. Еще во время земной жизни Господь заповедал обращаться к Нему с молитвой: «И если чего попросят у Отца во имя Мое, то сделаю». Христос не только ходатай у престола Бога Отца, но и первосвященник. Господь обещал апостолам по Вознесении и спросить у Отца, и не спаслать им Святого Духа, что и произошло в день Пятидесятницы. Таким образом, Христос является невидимым главой, созданной им на земле Церкви. Вознесение Христово укрепляет нашу веру, которая состоит в том, чтобы верить в невидимое. Велика была вера апостолов. Они через видимое человечество Иисуса Христа уверовали в Его божество. Сколь же велика вера тех, кто верит в Него, не видя Его. Блаженны не видевшие и уверовавшие. Но и по Вознесении Христос не скрылся от взоров человеческих. Он явился на пути в Дамаск, чтобы из Савла, гонителя Церкви, сделать Павла, апостола народов. Вознесение Христово дарит нам любовь к небесным предметам. Апостол Павел говорит: «Ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, о горнем помышляйте, а не о земном». Вознесение Христово – это укрепление веры, утверждение надежды, дар любви. Апостолы после Вознесения, разлучившись с Христом, возвращаются в Иерусалим без печали, с радостью. Они запомнили обещание Христово: «Се я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Христос всегда с нами, и божеством, и человечеством, в мире, в церкви, в Евхаристии, в жизни, в душе.